В конце июля в Баймакском районе состоялось одно из самых масштабных и традиционных мероприятий Республики ЕН башкирской молодежи, в котором приняли участие более 1000 людей. Приехали гости делегации со всей республики, а именно 48 районов. Также были представители Китайской Народной Республики, Республики Татарстан, города Сургут, Оренбургской, Челябинской, Саратовской, Ростовской областей. Организаторы мероприятия исполком Всемирного Курултая Башкир, Министерство культуры Республики Башкортостан и администрация Баймакского района. ЕН башкирской молодежи проводится на территории республики вот уже более 10 лет. Для гостей было подготовлено немало приятных сюрпризов. В течение 2 дней они смогли проверить свои знания башкирских традиций и обычаев. На церемонии открытия перед участниками выступил заместитель премьер-министра правительства Башкирии Марат Магадеев. Один из почетных гостей молодежного праздника зачитал приветствие главы Башкортостана Рустема Хамитова. Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с открытием ЕНа башкирской молодежи. Сегодня на гостеприимной земле Баймакского района, в одном из красивейших мест Башкортостана, собрались молодые активисты, настоящие единомышленники, которым не безразлично будущее своего народа и родной земли. Известных лидеров молодежных и национальных культурных объединений, ученых, экспертов, спортсменов, артистов эстрады, писателей, журналистов. Радует, что гостям праздника стали наши друзья из соседних регионов России. Это не первое масштабное республиканское мероприятие, которое проводится на территории Баймакского района. И мы рады, что сегодня на нашей благодатной земле собралось столько людей. Так в своем выступлении отметил глава Баймакского района Ильшат Сидиков. Баймак районында республика яштар саралары еш үткәрелеп тора. Узган гына ел гына Баймак районы яштар һабантуен, башкорт яшьтәре дусларын йыя форумын, Мыстар яшьтәр оешмаһы оештырган милли аш-һыу фестивален кабул итте. Яңарак югары кимәлдә Кумыс брейк форумы узгарылды. Всего на церемонии открытия ЕНы приняли участие более 200 человек. Танцоры, участники фольклорных коллективов Баймакского района, кураисты и даже всадники, которые показали все свое умение и мастерство. Ни для кого не секрет, что в этом году Башкортостан впервые принял участие в национальной игре на лошадях «Лак». Право представлять республику в этой игре были удостоены баймакцы, которые выступили достойно и заняли 4-е место среди самых сильнейших сборных команд мира. И на празднике спортсменами был показан фрагмент данной игры. В рамках ЕНа башкирской молодежи были проведены такие конкурсы, как «Лучшее составление родословной», межрегиональный конкурс среди юношей и мужчин «Урал-Быргыты», викторина, посвященная столетию образования Республики Башкортостан, фестиваль-конкурс современного башкирского костюма «Забзаманца» и многие другие. В конкурсе «Урал-Быргыты» участвовали 32 молодых батыров со всей республики. Первый этап представлял собой спортивное состязание. Участники показали свою ловкость в стрельбе из лука, силу в метании камня на дальность и быстроту в беге в дистанцию 500 метров. Все джигиты были самых разных возрастов и профессий. Я приехал из Белорецкого района, из города Белорецк. Соревнования мне очень нравятся. Давно мечтал участвовать в таких соревнованиях. В этом году я пробовал участвовать в конкурсе Мәргән-Ухсы в Учелинском районе, и мне это понравилось. И когда позвали сюда, я сразу согласился. Второй этап конкурса состоял из визитки под названием «Мин Башкорт егеты», обязательным условием которого являлось чтение отрывка из эпоса «Урал-Батыр» или же одно из стихотворений Салауата Юлаева или Рами Гарипова. Буран, кеше мадар килмәгән, килеп аяк басмаган, ул тирәлә корыер, барлыгын һичкем белмәгән, дүрт ягын диңгез ураткан, булган тыйбер урын. Унда булган тыйбырын, ян бирде тигән бер карсык менән ян бикә тигән карт.
Жюри признал, что они не ожидали столь большого количества участников, ведь это означало, что выбрать победителя будет не так просто. Мне тут очень нравится. Графское озеро очень велико. Конечно, искупаться в нем не получилось, так как погода не позволяет. Приехали вчера ночью, ночевали в палатке, конечно, чуть-чуть замерзли, но сегодня вот взбодрились. Погода отличная, настроение хорошее. Уже сегодня пара этапов вот пробежались, с лука стреляли, камень вдаль бросали. В творческом конкурсе джигиты представили на суд жюри свои таланты. Это был и вокал, игра на музыкальных инструментах, танец. В честь Баймакского района в межрегиональном конкурсе Урал-Бөркуты защищали 3 молодых батыра. Все они смогли достойно защитить честь района. Среди них был и педагог-организатор первой школы города Айнур Аминев, который и завоевал первое место на данном мероприятии. На конкурс приехали со всей нашей республики, много конкурсантов. У всех хорошая подготовка. Вначале всех конкурсантов собрали на спортивную часть. После этого мы себя представили, это визитка была и творческий конкурс. Раз конкурс есть, значит требует большой подготовки. Надо и себя защитить, и район на хорошем уровне представить. А гран-при был удостоен молодой юноша из Учалинского района, который успешно прошел все этапы конкурса и набрал наибольшее количество баллов. Урал-Бөркуты бәйгеһендә гран-при алырга насип булды, Аллага шөкер. Бага тиклем ешкана катнаша торгайным бундай конкурсларда. Кайһы вакыт еңелүләр дә булганы бар. Әмма ләкин 2 тапкыр бу конкурста иңгәнем бар. Бұл менің үшінші еңгуім енді. Мен несектер уже конкурстарға өйренгәс, қаушап тұрманым, әмма ләкин конкурс башланғас қына йөрәк ныграк тибә башланды, йөрәктә адреналин күбәйде, һәм әзрәк қаушау килеп сыкты инде. Немало участников собрал и конкурс составления родословной. ШЖР имеет древнейшие историко-культурные корни, возрождает и поддерживает историческую память народа. И значение ШЖР в воспитании будущего поколения огромно, считают организаторы. Жюри оценивало работу по нескольким критериям. Это красочность представления, наличие фоторяда, сведения о том, кто составил родословную, достоверность, количество поколений. Все участники проделали немалую работу в ходе подготовки на данный конкурс. Многие составили родословную своей семьи. Кто-то подготовил рассказ о своих знаменитых земляках. Мен Борай районынан келдім. Ләкин Борай районы келені буларак, өзім Баймак районынан, Косырауынан булам, һәм шәҗәрәмде үземнең сыңгызлар алыгыштарлыгына алып келдім. Шәҗәрәнең әсәем менән утырып бергә, бүтә тугандарымды йыйып, карашып, һәм электән төзелгән шәҗәрәнең өстендә яңа посталар, һеңлеләремне өстәп, шулай зурайтып алып килдек инде. Сегодня на конкурсе я представлял работу ШЖР рода Давлетбаевых, Гиреевых. Род этот довольно-таки славен и живет на Башкирии испокон веков, если можно так сказать. Среди ярких, скажем так, знаменитых людей из этого рода можно отметить Ильдархана Мутина, который во времена БАССР, занимая высокую должность, активно боролся с тем, что с притеснением башкирских земель, государств. Ведь, и то, что мы сегодня имеем, те земли, которые имеет Башкортостан сегодня, те границы, достигнуты в основном именно благодаря ему, его сподвижникам, его последователям. Мероприятие в целом вышло, я считаю, что отличным. Мне кажется, что такие мероприятия, они сплотят нашу молодежь, научат ее обращаться к истокам своим. Многие участники уже многие годы активно занимаются составлением родословной, каждый год дополняя ее новыми членами семьи. Ведь историю своей семьи должен знать каждый, считают конкурсанты. Я приехала из Бирского района, мы приехали из Бирского района, из деревни Верхний Лачинтау. У нас есть великая личность в нашей деревни, это Нуриев Зия Нуриевич, которого знают не только в масштабах республики, но и за пределами нашей республики, нашей страны. У него было очень много заслуг. Он был первым секретарем обкома КПСС.
Он вырос в маленькой деревушке, в многодетной крестьянской семье. Но несмотря на послевоенные годы, послевоенные лихолетия, он получил образование. И своим стремлением, своим упорством он пошел дальше. И вот на сегодняшний день прославил нашу деревню, наш район. В нашей деревне есть его музей. Школа носит название его имени. Мы и я лично сама очень горжусь, то, что я являюсь земляком, то, что он является моим земляком. На территории озера Графское царила теплая праздничная атмосфера, а главное – башкирская. А это благодаря красиво установленным юртам и людей, которые носили национальные костюмы на протяжении всего праздника. Одновременно с презентацией ШЖР родословной из муниципальных районов и городских округов нашего региона интеллектуальных игр, посвященных к столетию образования Республики Башкортостан, на главной сцене начался фестиваль-конкурс современного башкирского костюма под названием «Забзаманса-2017». Главной целью конкурса – это популяризация народного стиля в современной одежде, воспитание эстетического вкуса подрастающего поколения на основе традиционной народной культуры и культурный обмен. Дефиле костюмов, представленных опытными мастерицами и юными дизайнерами-модельерами, было очень впечатляющим. Яркая палитра цветов, многообразие моделей, полет фантазии при создании работ обусловили атмосферу настоящего праздника. Каждая модель в современной интерпретации с орнаментами башкирского народа была неповторима. На фестивале не остался в стороне и Баймакский район. Под руководством Зифы Кадаевой девушки с достоинством и уверенностью продемонстрировали дизайнерские работы на суд жюри. Дизайнер-педагог в одном лице пару лет назад открыла творческий кружок, где каждый занимается своим любимым делом – вышиванием, шитьем, созданием дизайнерских работ и собственных моделей одежды. На счету у кружка немало побед и призовых мест не только на республиканском уровне, но и российском. Я являюсь выпускницей студии творческой мастерской МОБУ 42 под руководством Кадаевой Тимур Кильдеевны. Я являюсь студентом университета из Челябинска, а также среди нас есть студенты из Тюмени, Уфы и, конечно же, сами школьники. Представляю вторую коллекцию, которая называется «От истоков к современности», с которой мы заняли в Уфе первое место на конкурсе «Подиум детской моды». А сегодня мы также представляем коллекцию, которая называется «Поэзия башкирского орнамента», которая тоже будет продемонстрирована. Нашу коллекцию шили сами мы, наши, так сказать, школьники, ученики нашей школы. Я думаю, мы все-таки на высоком уровне, что мы достойно представим свой город, свой район, и что всем понравится наша коллекция. Использование орнаментов и элементов башкирского национального костюма в современной одежде полюбилось всем зрителям. Национальный костюм – особый объект творческой деятельности дизайнера-модельера. Искусство создания костюма в этностиле, как и всякое другое искусство, требует от создателя мастерства, знаний, фантазии, вкуса, определенных навыков. Был на костюм тугул национальный костюм был, ошо свадебный, на этностиль, современный этностиль, шо костюмдар был. Мына бүта костюмдарды немеште бүттүк. Албетте еще мына футболкалар булды. Өзүмдө мына гурурланам, мен башкорт экенин. Бүта жерден да билгендер мен башкорт экенин. Мына башкорттар ненде матур костюмдар кие ала. Ненде ошой мына повседневный костюмдарга индирип була ошо башкорт орнаментаны, чтоб мына кишилер билгендер, ошолай бар, ошолай булырга может, кийгендер, йөрүгендер. Ол бик та матур, бик та сагуу күренештер. Һәм без ошо сарала катнашуыбызга бик шатбыз. Biz bu sarala башкорт милли хызаттарын кулланылып тегелгән Саманса коллекциябыз Айхылу дип атала. Шуның белән катнаштык һәм башкорт егетләренә аксессуар галстуктар белән катнашабыз инде әлеге көндә. Чөнки катын-кызлар модаға үсешкән, ир-егетләр модаға әлегә үтеклем күренеп үсешеп бармай. Безнең башкорт егетләр арасында шунлыктан без үзебезнең ир-егетләребезне ылыктырга килә. Моны башкорт гыдаттары менән, бәләки генә булган орнаменттар менән булган көндәлек тормышта ла киеп йөрергә. Теге менән без күптән шөгыльләнәбез инде. Менә башкорт орнаменттарын кулланып тегегә килгәндә инде безгә кызыкны уянып китте диплом эшенә тотынганда инде.
диплом ашибев эсебе исемине башлап Минзифа дип аталды һәм ул башкорт бал итәктерен төп элементтары итеп алдык һәм шуның менән менә кызыксынуыбыз уянды инде. Можно смело сказать, что наша республика является оазисом национальной культуры, где бережно хранят обычаи предков и накопленные веками традиции. И отрадно, что это направление молодежь поддерживает в первую очередь. Всемирный Курултай-Башкир наградил модели почетными дипломами за активную деятельность в развитии народной культуры, традиции, пропаганду обычаев, за сохранение духовных ценностей и возрождение национального наследия. Баймак районында үткән башкорт яшьтәре йыйынын канатлы ат фестиваленең 4-нче этабы дәвам итте. Был көндә ат спортын үз итүчеләр Граф күле яны мәйданына йылды. Фестивальдың тантаналы өлешеннән һуң ат биатлонына старт бирелде. Биатлон менән башланган сәмле ярыш кунаклар күңеленә хош килде. Төрле район һәм өлкә вәкилләрен берләштергән ярыш кызыклы булды. Ярыш һөдемтәләреннән һуң еңүчеләрне билдәләү шунда ук алып барылды. Главная задача нашего большого круга Башкортостана, Канатлаас, это создать систему мотивации для коневладельцев, которые занимаются воспроизводством, которые занимаются выращиванием, которые занимаются подготовкой лошадей верховых рысистых пород к испытаниям. То есть у нас есть много владельцев лошадей, есть очень серьезные лошади, есть начинающие. Мы даем вот именно большой круг Башкортостана каждому начинающему право стартовать. У нас прошло 3 этапа. Ну, само собой разумеется, Баймак, он во главе всех наших дел, конных, потому что самый большой поголовье в республике, в Баймакском районе, более 30 тысяч лошадей. Если всего 123 тысячи, более 30 тысяч в Баймакском районе. И у вас все направления, видите, развиваются. Это и продуктивное коневодство, это и новые виды, конный биатлон. Это же вообще здорово. Ну и, конечно, скачка на лошадях, башкирской породы, чистокровной верховой, заезд Арсаков. Хорошие у вас специалисты, молодые, главное, супруги Таймасовы. Ну и самое главное, конечно, глава любитель лошадей, очень серьезно. Даже, я скажу, он не любитель, он профессионал, с большой буквы профессионал. Он знает все до тонкостей и создает все условия, чтобы молодежь тянулась к этому виду. Ат биатлоны Баймак егеттәре өсөн ят түгел. Алар был уендарга ныклы әзерләнгәннәр. Көндең ифте булуы быга кымасаламаны. Командаға төрле һөнәр ияләре тупланган. Бында махсус уенчылар да хайлап алынмай, әкем баласактан йылкы малын үҙиткән шулар катнашты. Был ярыштың үҙенсәлеге шунда. Бында һабай сапкан егеттәр билдәле биатлон уенының тулы күсенмәһен кабатлай. Спортчылар саңгыла йөгөрһә, ә егеттәр һабай сабап сәпкә тейдерергә тейеш. Биатлон ярышы бездә 4-нчегә инде менә. Ошо иң тәүге былтыр Һавантыйда булды инде. 2016 елда. Тихонов көбеген айында бітті. Шо ат ярыштары байрамдары хайын уже алмай өткәріліп келейін. Күнні биатлон һәм ылак ойындары инде. Баймак районы йылкысылык буенча республикала тәүге урыннарны биләй. Канатлы ат фестиваленең дә тап Баймак ерлегендә үтүе осраклы түгел. Шулай ук Дур мәйданда төрки халыкларының милли уеннарының бере ылак, һабайларның ат өстендәге төрле трюктары ла килгән кунакларга тәкъдим ителде. Ат сабышы байрамдың төп яме. Күптәр нәкъ ошо бәйгене карар өчен килә. Канатлы ат фестивале төрле номинацияларда бүләкләү менән тамамланды. Национальная борьба «Куреш» по традиции собрала десятки зрителей и участников. Этот популярный вид спорта всегда является ярким событием на всех праздниках.
Но в этот раз он уступил грэпплингу, который с каждым днем становится все популярнее. Грэпплинг – это вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Динар Акмурдин является основателем и руководителем борцовской команды «Тархан» в городе Уфе, обучающей современную молодежь в спортивной борьбе, тем самым пропагандируя здоровый образ жизни. Мы бойцовская команда «Тархан». Нашей основной деятельностью является спортивная деятельность. Мы выступаем на различных соревнованиях, начиная от местного уровня, заканчивая международными, мировыми соревнованиями. И также мы очень большое внимание уделяем интеллектуальному развитию, поэтому мы очень часто участвуем в различных научных форумах и в подобных мероприятиях. Вот сегодня тоже не стало исключением. Мы участвовали как в спортивной части, так и в рамках круглого стола. И слава богу, сегодня нас поддержал Курултай, поддержало наше руководство. И вот с нами сегодня были такие звезды, как Денис Шафиков, как Ильфат Амиров. И мероприятие обрело широкий масштаб. Это радует. Вид спорта это примечателен тем, что это очень зрелищный вид. Здесь очень много различных бросков, много удушающих, болевых техник. И это что-то новое для нас. И второе, это грэпплинг, он объединяет в себе все виды борьбы. И поэтому он очень зрелищный, очень интересный, как для состязающихся, так и для зрителей. А я считаю, что Куреш раньше в своем исконном видео, там, я считаю, что были болевые приемы, и в Куреше тоже, потому что Куреш это прикладной вид спорта был, и одного броска явно не хватало бы, чтобы устранить противника. Там есть исторические сведения, которые доказывают, что в Куреше были различные болевые и удушающие. И поэтому я считаю, это не чушь для нашего народа, этот вид спорта. Мы приехали с командой с Абзелиловского района, с самого района, не только с райцентра. Много деревень, из деревни пацаны приехали. Командным грэпплингом занимаемся уже 3-й год. Занимали за Урале первые места. Вот. Очень профессиональный вид спорта. Как профессиональный, так и универсальный. Можно не обязательно заниматься грэпплингом, что боевой самбо, что дзюдо. Практически правила и приемы одинаковые. Ну и приятно участвовать в таких соревнованиях. Опасности практически нет, потому что те люди, организаторы очень хорошо контролируют, не дают, максимально стараются не давать получить травмы сложнейшие. А так, на самом деле, это не сложно. Я советую всем заняться этим видом спорта, грэпплингом. Самым зрелищным событием для всей молодежи республики стала встреча с вице-чемпионом, мастером спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу Эльбрусом Нигматуллиным. Его мы помним как самый сильный человек на планете, завоевавший такого звания в 2005 году. 4-кратный победитель турнира «Самый сильный человек России», установивший несколько рекордов в своей спортивной карьере, занесенных в книгу рекордов Гиннесса. Для зрителей башкирской молодежи были представлены показательные выступления. Все идет с детства. Мы все родом из детства. Все оттуда. Многие хотели быть на футболистов похожими, кто-то на лошади мечтал скакать. Да? Я мечтал быть атлетом. Конечно, еще есть чему стремиться. Я, может быть, только малую толику того, к чему стремился, добился. Но все равно это что-то большое, если сравнивать с моими юношескими мечтами. Конечно, я пошел гораздо дальше, чем я мечтал. И здоровье позволяет и сейчас еще делать выступления, рекорды устанавливать. Встретили хорошо по-башкирски, сразу провели в юрту, напоили кумысом, дали конины, чай налили. В общем, как всегда, я не в первый раз сюда приезжаю, и старые знакомые их встретил, встречали люди уже знакомые знакомых. И, я сегодня приехал даже не столько гостить, сколько с показательными выступлениями. Почетные гости – вице-чемпион Эльбрус Нигматуллин, российский боксер легкого и первого полусреднего веса, интерконтинентального чемпиона по версии IBO Денис Шафиков, чемпион России по карате Ильфат Амиров и президент Федерации грэпплинга Динар Акмурдин после завершения соревнований провели показательные выступления.
выступления, беседу с жителями и гостями района, а также автограф-сессию. Все без исключения слушали и задавали интересующиеся вопросы. Каждый спортсмен, отвечая на вопрос и выражая свое мнение, был уверен, что чем больше будет возможностей для занятий физической культурой и спортом, тем крепче и могуче станет молодое государство. Я рос в рабочей семье, то есть мама была учительница, папа разработал всю жизнь на заводе и хотел что-то большего, знаете. Вот. И это был стимул, наверное, заняться боксом. То есть выездные поездки по России. А дальше больше уже пошло. Желание было огромное выйти в профессионалы, боксировать. Вот. Так что ушел в своей мечте, своим желанием. Вот сейчас что имеем. Соперника мы просматриваем, то есть мы соперника изучаем, готовимся под него и выходим, деремся с ним. То есть за 2-3 месяца мы уже знаем, какой будет соперник. А у каждого боксера есть свое прозвище. Вот. Когда подписал с финнами контракт, они предложили мне прозвище Чингисхан. Согласился, но с одним условием, что выходить буду в своем костюме. Они не против оказались. Вот так вот и получилось, что я в своем костюме выходил. Вечерняя часть программы была богатой, яркой и насыщенной. Награждали победителей и призеров интеллектуальных и творческих конкурсов, а также спортивных соревнований. Своими яркими выступлениями радовали жителей и гостей Баймакского района музыкальные группы «Заман», «Караван», «Ельмирзак», этношоу проект «Занедин». Также на праздниках молодежи приехал всеми любимый и популярный певец, теперь уже заслуженный артист Республики Башкортостан. Главная новость, которую он услышал на Баймакской земле – Радик Юльякшин стал кульминацией всей вечерней программы. Таким образом, и гости, и участники от проведенного мероприятия остались довольны. Особенно всем понравился содержательный концерт, красивые юрты и, конечно же, увлекательные конкурсы и соревнования. Благодаря исполкому Курултая Башкир, Министерства Республики Башкортостан и администрации Баймакского района, Ен-Башкирской молодежи 2017 оставила лишь теплые и хорошие эмоции от проведенного праздника. И надеемся, что в будущем организация такого масштабного праздника станет доброй народной традицией.